Қайырлы күн. Назарларыңызда Астана қаласы коммуникациялар қызметінің онлайн баспасөз мәслихаты. Добрый день, мы начинаем онлайн-брифинг пресс-центра службы коммуникации города Астаны. Бүгінгі брифингтің тақырыбы Қазақстанда киберспорттың дамуы туралы болмақ. Құрметті брифингке қатысушылар, сұрақтарыңыз болса, орталықтың әлеуметтік желідегі Instagram, Facebook парақшаларына өз сұрақтарыңызды қалдыра аласыздар. Бүгінгі брифингтің спикерлерімен таныс болыңыздар. Данияр Батырбай, eSport Central Asia жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры. Еркеғали Карбозов, Астана қаласының дене шынықтыру және спорт басқармасы басшысының орынбасары. Құрметті Еркеғали Дәулетханұлы, сөз кезегі өзіңізде, мархабат. Рахмет. Саламатсыздар ма? Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Енді өздеріңіз білесіздер, қазан айының соңында ұлттық мерекеміз республика күні келе жатқаны белгілі. Осы ұлттық мереке аясында Астана қаласының әкімдігі спорт жағынан бірқатар спорттық бұқаралық шараларды ұйымдастыруды жоспарлауда. Олардың ішіндегі белгілеріне тоқталатын болсақ, бұл жастар мен жасөспірімдер арасындағы бокстан Азия чемпионаты, конкурс спортынан Қазақстан Республикасы чемпионаты және Walk the Talk бұқаралық спорттық шарасы саналады. Сондай-ақ ағымдағы жылдың 29 қазан күні Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында Астана спорт фестивалі бұқаралық спорттық шарасы өтеді деп жоспарлануда. Бұл 5-5 деп аталатын фестиваль 3 кезеңнен тұратын Dota 2 және Counter-Strike 2 бағыттары бойынша өтпек. Үздіктердің үздігін анықтау үшін еліміздің түкпір-түкпірінен командалар келеді деп жоспарлануда. Ал турнир қорытындысы бойынша жеңімпаздар мен жүлдегерлер демеушілер тарапынан марапатталатын болады. Жалпы енді бұл киберспортқа келетін болсақ, бұл спорт Европада, Америкада, Ресейде, Украинада және басқа да көптеген елдерде, соның ішінде Қазақстанда танымал болған, соңғы жылдары белсенді дамып келе жатқан индустрия болып саналады. Міне күні кеше өткен 19 жазғы Азия ойындарында негізгі бағдарламасына енгізілген. Сондықтан мына құрметті көрермендер, Астана қаласының барша қонақтары мен тұрғындарын ұмытылмас атмосфераны, ауқымды фестивальді тамашалауға баршаңызды шақырамыз. Құрметті Еркеғали Дәулетханұлы, баяндамаңызға рахмет. Данияр Жалғасұлы, сөз кезегі өзіңізде, мархабат. Қайырлы күн. Менің атым Данияр. Я про фестиваль расскажу, если можно. Крупнейший фестиваль «Бес-ке-бес» будет проводиться 29 октября в Астане, в жекпе-жек сарае. В рамках турнира будет разыгран рекордный призовой фонд в размере 30 миллионов тенге. Кроме того, среди зрителей случайным образом при наблюдении независимых экспертов будет разыгран автомобиль JAG GS4 и другие ценные призы. Целью турнира является выявление перспективных игроков в сфере киберспорта Казахстана, потому что турнир является казахстанским. Абсолютно любой казахстанец может зарегистрироваться из любой точки Казахстана в наш турнир, участвовать в онлайн-этапах. Игроки могут подать заявки на регистрацию независимости от... Сами они будут подавать как команда или же от клубов. Игроки могут в случае подачи заявки от клуба, компьютерный клуб, представляющий команду победителя, дополнительно от нас получит приз в размере 2 миллионов тенге. Почему это фестиваль? В этом фестивале будут проводиться турниры по двум дисциплинам, это Dota 2 и Counter-Strike 2, и будет проводиться косплей-шоу, куда могут прийти люди в своих костюмах и получить дополнительный денежный приз, основной 800 тысяч тенге, и дополнительные ценные подарки. Полуфиналистов, по итогам групповых этапов, полуфиналистов и финалистов будет оплачен перелет и проживание в Астане на период финала и самого фестиваля. На данный момент подача заявок еще идет. С 9 по 15 октября это первый этап заявки, сейчас мы принимаем. 16 октября будет отсеивание и формирование в группы. 17-19 октября это групповые этапы пройдут. 20-21 октября это плей-офф. А 29 октября это финал уже в жекпе-жек сарае «Бес-ке-бес». Все. Спасибо за ваш доклад, а мы перейдем к вопросам от зрителей. Итак, первый вопрос. Какая цель вашего мероприятия? Цель нашего мероприятия – это привлечь внимание всех казахстанцев именно к киберспорту, именно к соревновательному. Мы его проводим среди любителей и специально делаем большой призовой фонд,
чтобы дать большой охват. На данный момент в Казахстане ситуация следующая. У нас турниров много, но призовые фонды маленькие. Мы хотим большим призовым фондом привлечь большое количество людей, игроков из всех регионов Казахстана, чтобы они зарегистрировались, поиграли и выявили себя на другой уровень, абсолютно новый уровень, на мировой уровень. Вот такая цель мероприятия. Спасибо. Следующий вопрос. Как у вас получилось организовать такой крупный призовой фонд? Нам помогли генеральные спонсоры. Мы долго вели переговоры. Мы объяснили, что для привлечения массы, для солидности именно киберспорта Казахстана, а киберспорт в Казахстане очень развит, все знают, что наши ребята выигрывают уже международные турниры, и казахстанский флаг уже везде. Мы смогли уговорить спонсоров на большой, нам помогли спонсоры, наверное, да, так правильно будет сказать. Следующий вопрос. В чем самая большая проблема киберспорта в Республике Казахстан? Это самый часто задаваемый вопрос. Проблема в том, что сервера находятся не в Казахстане. Игровые сервера по основным дисциплинам Dota 2 и Counter-Strike 2 находятся не в Казахстане. Поэтому наши игроки не могут проявить себя, свой потенциал, максимально не могут его показать. Вот проблема. Если сервера переедут в Казахстан и у нас будут свои сервера, тогда наши ребята смогут проявлять себя гораздо лучше, я считаю. А все остальное в Казахстане есть. Огромнейшее количество компьютерных клубов в Казахстане есть. Заинтересованных игроков, если посмотреть статистику, мы на 10-м месте в мире по количеству игроков в киберспорт, в киберспортивные игры. Поэтому проблема только в серверах, которые должны находиться у нас в Центральной Азии или в Казахстане. Чтобы у нас была меньше задержка и чтобы условия были равные. Потому что именно в Counter-Strike часто пишут о том, что нет соперника сложнее, чем казахстанец, который приехал на ваш турнир, на LAN-турнир, где нету этой задержки, где все играют на одинаковых условиях. Потому что на равных условиях мы гораздо сильнее большинства в мире. Это дисциплины и в особенности Counter-Strike, конечно. Нужно ли в Казахстане киберспортивные арены? На данный момент большой необходимость, конечно, в перспективе нужна будет нам арена для проведения уже того же самого интернешнала или мейджор-ивентов, которые проводятся по всему миру. Сейчас в Астане очень много арен спортивных, которые легко могут проводить именно турниры нашего уровня. Это средний уровень, уровень чуть выше среднего, наверное. Но, конечно же, для того, чтобы привлечь огромное событие, нам нужна будет арена в перспективе. Конечно, не в данный момент, но если мы сможем развить, а мы сможем развить его до такого уровня, то да, конечно же, будет нужно. Спасибо. Итак, последний вопрос. Нужно ли включать киберспорт в программу образования для университетов? Для университетов на данный момент, наверное, нет. По идее, у нас в Казахстане это и так развивается. У нас есть академии киберспорта, их очень много. Это узкопрофильное же направление. Это как дополнение к образованию, а принуждать людей, создавать дополнительные факультеты, в мировой практике это есть. Насколько это помогло, покажет время. Но в Казахстане, я думаю, на данный момент у нас и так уже есть академии, надо просто... Люди, кто хотят посвятить себя киберспорту, они должны регистрироваться в эти академии и проходить там дополнительное образование. А образование основное, оно должно всегда оставаться основной программой. Жақсы, рахмет. Бізге келіп түскен сұрақтар легі осы. Біз бүгінгі онлайн баспасөз мәслихатын аяқтаймыз. Спасибо за внимание. Мы на этом завершаем наш онлайн брифинг. Амандықта жүздескенше. Сау болыңыздар.